Доброе утро, Республика! В эфире главного национального канала программа «Новый день». Мы начинаем новый телевизионный сезон. В студии Екатерина Винокурова. Я желаю вам хорошего настроения сегодня и продуктивного дня. В ближайшие 2 часа я и мои коллеги ознакомим вас с самой полезной актуальной информацией. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Сегодня 14 сентября. Начинаем новую неделю. Вчера нашему городу исполнилось 388 лет. И, пожалуй, впервые по известным всем причинам мы праздновали День города Якутска без народных массовых гуляний. Но все же без знаковых событий не обошлось. Так, вчера состоялось торжественное открытие Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина, в котором одним из главных новшеств, пожалуй, стал один из крупнейших киноконцертных залов Якутска, который рассчитан на целых 500 зрителей. Оснащен он современным мультимедийным и звуковым оборудованием. Надеюсь, что прошедшие выходные вам удалось выбраться за город, съездить на дачу или отдохнуть на природе. Погода в эти дни, просто благодать. Но все мы знаем, что золотая осень – период очень скоротечный, поэтому ловите последние теплые деньки и хорошую погоду. Ну а что нам скажут синоптики сегодня, узнаем уже сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных Улусах составила плюс 8, плюс 9 градусов. Днем ожидается плюс 11, плюс 14 градусов. А в Заречье утром плюс 6, плюс 9, днем плюс 12, плюс 22 градуса. А в южных Улусах плюс 6, плюс 13 утром, днем до плюс 20. А в Вилюйских Улусах плюс 5, плюс 8 утром, днем плюс 12, плюс 14. В Нижнеленских плюс 8 утром, днем плюс 10, плюс 14 градусов. В западных Улусах плюс 5, плюс 11 утром, днем плюс 12, плюс 13. В Колыму-Индигирских Улусах плюс 5, плюс 8 утром, днем плюс 7, плюс 10 градусов. В Янских плюс 4, плюс 5 утром, днем плюс 17, плюс 12. В северо-западных Улусах плюс 2, 8 утром, днем ожидается плюс 8, плюс 12. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 11 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается до плюс 13, плюс 15 градусов тепла. Известный голливудский киноактер Чак Норрис обратился к жителям Якутии. В своем обращении киноактер поздравил жителей Якутска с Днем города, а также попросил горожан не мусорить и бережнее относиться к природе. Видео опубликовано на портале ЕКТ.ру. Dear Yakutsk residents, I congratulate you with the birthday of the coldest and coolest city in the world. I'm asking you to not litter in suburban forest. I know you are nice and smart people and you will keep nature clean. Stay safe and all the best. Your friend, Chuck Norris. Инопланетное облако показали в завораживающем тайм-лапсе. Фотограф Бартош Вайчинский заметил над горой Тейде на Канарских островах красивое лентикулярное облако, напоминающее летающую тарелку. Он не просто сфотографировал редкий феномен, но и создал таймлапс. Благодаря разрешению 4К можно в деталях рассмотреть, как формируется, меняется и сияет инопланетное облако на протяжении дня и ночи. Лентикулярные облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря
на ветер. Волшебное зрелище, согласитесь. Виртуальные награды, виртуальное вручение наград модельерам, показы без зрителей и вечеринки в масках. В этом сезоне именно так пройдет неделя моды в Нью-Йорке. Город не стал отменять доходное для него мероприятие, а модельеры попытаются найти на нем заказчиков и выжить. Однако многие крупные дизайнеры Америки уже отказались участвовать из-за пандемии. Цикл работы над коллекциями был нарушен, и они даже не смогли выбрать подходящие ткани. Показы модельеров, которые все же нашли, что продемонстрировать, хотя бы виртуально, будут проходить благодаря новой платформе, которая называется Runway 360, которая позволяет не только наблюдать за дефиле, но и связываться с дизайнерами, байерами и заказчиками. Теперь, внимание, новость. Семьи, которые еще не воспользовались своим правом на детские выплаты по указу президента Российской Федерации, следующая информация будет для вас полезной. Сегодня у нас в студии начальник отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия Матрена Нимпадистова. Матрена Викторовна, доброе утро. С добрым утром. Давайте напомним, о каких именно выплатах идет речь. Следует напомнить о том, что эти выплаты – это единовременная выплата, которая выплачивается по указу президента за май, июнь, июль месяцы. От 0 до 3 за 3 месяца и от 3 до 16 за 2 месяца. И сумма там разная – 5 и 10. Но все знают, семьи, которые уже получили, это все прекрасно знают. Какой же вопрос на сегодняшний день волнует наше население? Все хотят узнать, будет ли выплата за август и за сентябрь. Выплаты за август и за сентябрь не будет. По указу она, вот как сказала, так и она положена. Но заявление мы принимаем до 30 сентября. То есть этим месяцем заканчивается прием заявлений на выплату, на единовременную выплату по указу президента в связи с пандемией. Ну, что можно сказать еще на сегодняшний день? Какие ошибки, да? Вот у нас на сегодняшний день очень много возвратов. Почему? Потому что заявитель, мать или отец указывает не тот расчетный счет. Ну, с первого взгляда можно их понять, да? Они думают, это семейные, как бы в одну копилку все идет. Давай я укажу расчетный счет мужа или жены, или вообще бабушки. Но всем нужно понять, что никакое кредитное учреждение, а эта выплата идет только через кредитное учреждение, на имя другого человека данную выплату не переведет. Поэтому надо быть внимательным и указывать, если заявитель мама, расчетный счет обязательно матери. Если заявитель отец, то обязательно расчетный счет отца. Ни другого лица, ни второго, ни третьего. То третьи лица не имеют права обращаться, да? Обращаться они могут, обратиться могут, но в одном заявлении обязательно должны быть есть ФИО и расчетный счет идентичны. А то у нас есть возвраты, выплату сформировали, все отправили, а с кредитного учреждения деньги обратно пришли. Не нашли на ФИО заявителя, фамилия, имя, отчество заявителя, расчетный счет. Вот такая у нас есть неразбериха на сегодняшний день. Еще какие правила при подаче заявления? Подать заявление только электронно можно. Также можно с посещением клиентской службы, то есть в клиентских службах, в МФЦ. На выплату по указу заявления принимаются без предварительной записи. А сейчас, как вы знаете, Катерина, во всех государственных учреждениях идет прием только по предварительной записи, ну, в условиях пандемии, да? А вот именно по этим заявлениям у нас идет без предварительной записи прием заявлений, так как уже время выходит, поэтому еще одна категория есть, на которой хочу остановиться, может кто-нибудь, услышав с утра, поймет. Есть семьи, у которых детям исполнилось 3 года как раз в июне месяце. Вот этим детям они 5000 получили,
А за июнь месяц с 3 до 16 они 10 тысяч не получили. Мгм. Им нужно еще раз подать заявление, только указать категорию от 3 до 16 лет. Так, Вот это такая уже категория другое, у да? нас. Да, вот Ага. такая категория у нас тоже есть. Мгм. Матрена Викторовна, как быть, если семьи проживают в отдаленных улусах, нет интернета, доступа к интернету? Как можно... а, Да, есть такие у нас семьи, есть у нас, но мы идем навстречу. Также мы работаем с администрациями наследников отдаленных, как мы их говорим, да. И если у кого кто-то на сегодняшний день не смог подать это заявление электронно, он может это заявление обратиться в свою администрацию, в наследную, чтобы те помогли отправить это заявление. мгм. Ну и, конечно, всю актуальную информацию можно узнать на сайте Пенсионного фонда. На Рос- сайте пенсионного фонда можно узнать, но видите, Катерина, не у всех есть вот Мгм. доступ, Мгм. да, поэтому вот рассказать, еще раз предупредить о том, что осталось совсем мало времени, вот спасибо за сегодняшнюю информацию. Так что Спасибо, ожидаем. Матрена Викторовна, что пришли к нам этим утром. Здоровья вам, хорошего дня, плодотворной работы. Спасибо. До встречи. Начал работу мобильный технопарк «Кванториум». Теперь он доступен для школьников из районов республики. Светлана Дичковская, руководитель детского технопарка, сейчас с нами должна выйти на связь по скайпу. Светлана, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Что такое мобильный технопарк? Расскажите нам, пожалуйста, что это за Мгм. такой проект интересный. Да, доброе утро, уважаемые телезрители. Да, действительно, мобильный технопарк при Дворце детского творчества стал доступным для школьников из других районов республики. И это все благодаря тому, что республика в прошлом году значит, прошла конкурсный отбор по реализации национального проекта, федерального проекта «Успех каждого ребенка», нацпроект образования. И, значит, в части софинансирования здесь выступил фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия. И с сентября месяца, то есть с этого месяца, начинает работу мобильный технопарк «Кванториум». Что же такое мобильный технопарк «Кванториум»? Это у нас транспортное средство, которое будет передвигаться из одной агломерации в другую, то есть который будет оснащен высокотехнологичным оборудованием по направлениям детского технопарка. Это промышленный дизайн, это промышленная робототехника, IT-квантум, значит, виртуальная дополненная реальность, хай-тек и аэротехнологии, геоинформационные технологии. Мгм. Светлана, ну интересно, кто может обучаться в мобильном технопарке? То есть это не только дети, да? Мгм. Значит, что касается агломерации, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия утвержден перечень муниципальных образований, где будет реализован этот замечательный проект. Значит, муниципальные образования у нас будут Вилюйская группа улусов, это Вилюйский район, Верхневилюйский улус, Намский улус, Усть-Салданский и Мегино-Кангаласский, и пригороды городского округа, город Якутск. Значит, в этих агломерациях уже детишки записались на обучение по программе мобильного технопарка с 5 класса по 11 классы. Ну и не только, как вы говорили, да, будут обучаться школьники с 5 класса по программе мобильного технопарка, но и будем обучать педагогов. Еще хочу здесь добавить то, что вот с 3 по 7 августа
значит, наставники мобильного технопарка данных вот агломераций, данных муниципальных районов, они уже прошли обучение, обучение в городе Москва, да, в инновационном центре Сколково. Эту образовательную сессию проводит федеральный оператор национального проекта образования Фонд новых форм развития образования. Ну и сейчас вот наши педагоги, наши школьники, которые записались, они вот ждут поставки транспортного средства замечательного, и будем обучать после снятия ограничений, значит, будем ездить и обучать. Ну а так мы сейчас вот начинаем в дистанционном формате. А как вот будет выстроен маршрут? Сначала куда-то отправиться, в какой-то улус? И Вилюйская группа улусов, и потом уже Намский район и пригороды городского округа, город Якутск. Да. Что ж, Светлана, спасибо вам большое, что вышли с нами на связь. Действительно, по-моему, отличный проект. Желаю вам удачи в его реализации, осуществлении. Да? Дети действительно должны обучаться, заниматься, узнавать новое, развиваться непосредственно в новых технологиях. Спасибо, удачного дня, Спасибо. Хорошей вам работы. Банковский мост Санкт-Петербурга украсили четкие биты, стилизованное якутское национальное пение, яркие тексты и невероятный голос певицы Юлины, участницы популярных шоу «Голос», «Главная сцена», бэк-вокалистки Манижи и рэпера Басты. Певица и музыкант из Якутии Юлина выступила в городе на Неве со своей авторской программой. Что она представила зрителям и что нас ждет еще в ее творчестве, узнаем из материала Айсены Бурнашовой. Одни и те же мосты, одни и те же... Город, музыка и ты, ленинградские мосты. Под таким девизом в Петербурге стартовал ежегодный фестиваль музыки. И Юлина стала хедлайнером первого дня и подарила петербуржцам и гостям города свою авторскую программу. Выше, выше, но выше себя не прыгнешь. Концерт стал не просто первым оффлайн выступлением певицы после карантина, но и дал старт всей концертной деятельности города на Неве после режима самоизоляции. В программу Юлины вошли более 10 песен. В своих текстах она пишет про терзание души, поиск себя и, конечно, про любовь. У меня очень много этно-зарисовок и вообще, в принципе, ну, это поп-музыка, но с элементами там разных, типа лоу-фай, может быть, драм-н-бейс и все такое. То есть у меня, в принципе, там как бы все смешивается, кроссовер. И я очень рада, что все так сошлось, что именно то, что я переживала, то, что я в себе несла все время, я рассказала это как раз-таки в Петербурге, в таком максимально аутентичном для Петербурга месте. Это было волшебно. Фестиваль проходил 3 дня. Концерты также состоялись и на Итальянском, и Малоконюшенном мостах, точки притяжения Севкабель порт и музея мостов. И Юлина, и Петербург связаны неразрывной нитью. В этом городе она окончила вуз, выросла как музыкант и вокалист, открыла себя всей стране. И даже в период карантина она продолжала дарить петербуржцам свое творчество, пусть и в онлайн-формате. Да и в целом переход в виртуальную реальность, как уверяет Юлина, пошел ей только на пользу, буквально стер границы. И даже наше онлайн-интервью уже не кажется в новинку. Елена, расскажи нам, пожалуйста, о своих планах. Я знаю, что сейчас ты работаешь над своим сольным альбомом. На самом деле есть вопрос, будет ли это альбом или выпуск ежемесячных синглов, но песен 10 у меня уже есть для, такого первого старта. Это достаточно много. И Юлина также готовит проект и на якутском языке. Это будет абсолютно новый экспириенс и, несомненно, такое актуальное звучание украсит музыкальное пространство и Якутии, и города на Неве. Дорогие друзья, ребята, которые очень хорошо владеют якутским языком, пишут стихи, свои песни. Если ты посмотришь это обращение, и у тебя возникнет какое-то желание поработать со мной, то я бы хотела с вами посотрудничать. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Санкт-Петербург, Москва.
стартует новый театральный сезон. Также вовсю готовится сейчас в данный момент в городе Нерюнгри, а именно в театре «Кукол». И прямо сейчас с нами на прямой связи режиссер Нерюнгринского театра «Кукол» Александр Иванов. Александр, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Как ваше настроение? Я просто отлично. Ну, замечательно. Ну вот, как мы сказали, уже на данный момент активно идет подготовка, да, к открытию. Какие постановки ждут зрителей, что вы готовите? Поделитесь с нами. Да, на открытии сезона мы готовим две премьеры. Это для наших маленьких зрителей как «Топора» в пьесе Латковой. А для взрослого зрителя это театрализованный бенефис концерт заслуженной актрисы Республика Саха-Якутия Никифоровой Кристины, называется «Без маски». Вот. Ну и, конечно, мы ждем в гости наших гостей из города Кызыл, Республика Тува. У нас обменные гастроли будут по федеральной программе «Большие гастроли». И вот буквально они к концу сентября должны порадовать наших зрителей своими спектаклями, а мы же к ним поедем где-то в конце октября. Александр, ну театр «Кукол» это вот не только, да, для детей, но и для взрослых. То есть к вам, получается, приходят разные возрастные категории, посещают театр. Все-таки каких зрителей больше? Юных, маленьких или взрослых? Ну, конечно, детей больше. И мне кажется, многие ошибаются, считая, что театр «Кукол» только для детей, потому что у нас есть много спектаклей для взрослых, а именно классика, например. Например, по Николаю Гоголю есть «Страшная месть» спектакль, полностью кукольный. Потом по мотивам Шолохова спектакль «Судьба», по его рассказу «Судьба человека», тоже полностью кукольный спектакль. Мне кажется, это очень интересно. Просто зритель только-только знакомится с этим жанром, можно сказать, и мы только-только набираем зрителей, потому что многие заблуждаются, что театр «Кукол» только для детей. Но театр «Кукол» — это обилие разных кукол. Какими куклами пользуетесь вы в работе? У нас множество кукол. Это ростовые куклы, когда актер одевает куклу на себя, как костюм. Перчаточные куклы, ширмовые, тростевые, которые из-за ширмы мы видим только куклы, а актеры спрятанные, получается. Есть спектакли марионеточные куклы, где только на нитях управляет актер куклами. Ну и, конечно, планшетные куклы, где прямо на столах актеры в открытой форме берут куклу и начинают водить. А если говорить о труппе, о ваших коллегах, кто эти люди? Так, ну, это большие фантазеры на самом деле. Потому что как бы, вот самое главное искусство в театре «Кукол» — это оживлять неживое. Потому что если в драматическом театре главный инструмент актера — это его тело, его организм, голос, то в театре «Кукол» помимо этого еще и получается вот инструмент — это сама кукла, которой надо уметь пользоваться, уметь оживлять, и от этого зависит восприятие зрителя. Чем живее кукла будет выглядеть, тем больше зритель поверит. А задействованы ли в постановках сами дети? Нет, у нас как бы нет такой. Раньше была такая практика, когда в театре был кружок театральный, но в последнее время пока нет. Но планируется. А расскажите нам, чем вы занимались во время самоизоляции? Может быть, были какие-то виртуальные постановки? Что делал театр? Ага. Так, во время самоизоляции мы участвовали в больших гастролях онлайн, предоставили для всей России спектакль «Гулливер». И вот нам недавно прислали отчет, где показывает, что более 100 тысяч зрителей посмотрели эти спектакли. Потом, конечно, на всякие мероприятия
там день рождения театра, день рождения республики, показывали онлайн-спектакли на нашем YouTube-канале. Потом актеры проявляли инициативу и создавали зарисовки свои для наших зрителей. Ну, например, это сказки от Боба. Боба — это у нас персонаж со спектакля «Майдадыр», который рассказывал сказки. И это дело художник театра иллюстрировал, впоследствии анимировали. Довольно интересно получилось. Потом актриса Марина Давиденко создала перчаточную куклу, мышку, и назвала ее мышкой-малышкой, которая читала стихи, учила детей полезным, правильным вещам. Ну, потом у нас актер Афанасий Холмогоров, он со своей дочкой создал театр кукол. И такие маленькие сказки, там, по 2, по 3 минуты делал дома, и тоже выкладывали в соцсети, в YouTube-канал. Ну и, конечно же, актриса Равиля Мифтахова создала, она вот, что интересно, она создавала кукол из сладостей. Там, сама же пекла, получается, там, торты, безе, из них создавала куклы и ими играла в спектакле. Вот. И это называлось как бы «Фея-незабудка» и «Козленок Константин». Они тоже рассказывали сказки. Ну и, конечно же, участвовали во всех праздниках, которые происходили в республике, не только еще и в России. Отвечали на те же самые онлайн-челленджи, которые запускали другие театры. Ну, в общем, работа не останавливалась. Александр, ну интересно, а почему вы выбрали именно театр кукол в Нерюнгри? Как попали туда сами? Так, ну, я с театром кукол познакомился в институте. Я закончил, получается, АГИКИ в Якутске. Наш курс набирали именно для театра Нерюнгри. И вот однажды они приезжали, то есть они приезжали на гастроли. Я на фестиваль «Желанный берег», и я увидел, получается, впервые спектакли театра, потому что я тоже раньше воспринимал, что театр кукол — это вот просто перчатка, но когда увидел более серьезную работу, можно сказать, я влюбился, потому что считаю, что это очень интересно и вообще... Александр, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Желаю вам плодотворной работы, удачи, новых творческих идей. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в это же время на нашем канале. Далее слово передаю своим коллегам из якутского блока. Bir kanat orada.